Музон представляет. Всем привет и добро пожаловать в проект, где громкие имена становятся живыми историями. В последние годы на казахстанской музыкальной сцене появились новые кумиры молодежи – хип-хоп-группа «Белуччи». В эфире проект Star Facts с Айжан Сейтеновой. Здесь нет слухов, только факты, эмоции и реальная жизнь звезд. Оставайтесь на телеканале Музон. На казахстанской музыкальной сцене редко появляются артисты, о которых говорят, они будто возникли из ниоткуда. Но именно так сегодня воспринимают хип-хоп-дуэт «Белуччи». В 2023 году их треки начали выходить под крылом легендарных продюсеров Джамал и Ганджа. И почти сразу музыка разлетелась по всем соцсетям. Балаклавы, стадионы, фестивали, тысячи голосов. При этом никто толком не знает, кто они. Ни громких интервью, ни светской хроники. Только музыка. Со стороны кажется, что это мгновенный взлет, но на самом деле за ним почти 15 лет дороги. Дороги, которая начиналась на стрелке. Их знакомство не было романтичным или музыкальным. Они стояли по разные стороны конфликта, который, к счастью, закончился разговором, а не дракой. Тогда один из них уже был частью популярной в Кызылорде группы, другой – просто парень, который очень любил музыку и внимательно смотрел на тех, кто ее делал. Позже были случайные встречи во дворах, разговоры, первые совместные попытки и ощущение, что между ними есть что-то большее, чем просто общие интересы. В 2016 году один из них рискнул, сел на автобус и уехал из Кызылорды в Алматы. Просто с мыслью, а вдруг получится? Получилось, но не сразу. За следующие 10 лет они не раз бросали музыку, возвращались, снова бросали. Работали на стройках, на мебельных фабриках, на базарах, продавали кормовые добавки для скота. Музыка уходила на второй план, но не исчезала совсем. С Джамал и Ганджа их познакомили в 2022 году. Для Белуччи это были не просто продюсеры, это были кумиры юности, люди из большой игры. И, как это часто бывает, реальность оказалась сильнее мифа. Вместо суровых индустриальных гигантов спокойные, внимательные, верящие в артистов люди. Люди, которые дали не только опыт, но и доверие. Настоящее, такое, которое невозможно не оправдать. Сегодня маски – неотъемлемая часть образа Белуччи. Но появились они не как маркетинговый ход. Зимой в ледяных контейнерах на рынке Жибек-Жолы кожа трескалась от холода, а впереди была съемка клипа. Маски стали решением и постепенно превратились в идею. Под ними может быть любой парень из Казахстана со своими страхами, долгами, мечтами и надеждой. Маска – это альтер-эго, способ стать сильнее, свободнее, героем собственной истории. Сегодня Белуччи относятся к музыке как к работе, любимой, но работе, с дисциплиной, командой, ответственностью. Они знают цену моменту, потому что уже были на дне. И именно поэтому не торопятся с альбомом. Для них альбом – это откровение, концепция, планка, которую нельзя занижать. Они смотрят на Кендрик Ламар, на Скриптонит и понимают, насколько высоко поднята планка.
Впереди новые треки, неожиданные фиты, в том числе с кисло-сладкий, эксперименты со звучанием и уход в более светлую сторону. Они не хотят застревать в одном жанре и не хотят быть предсказуемыми. История Белуччи – это не сказка про внезапную славу. Это история про упорство, холодные зимы, сомнения и музыку, от которой можно убежать, но которая все равно тебя догонит. И кажется, именно поэтому сегодня им верят. На этом мы будем прощаться. Вы смотрели проект Star Facts с Айжан Сейтеновой. Берегите свои мечты, даже когда кажется, что они не актуальны. Увидимся в следующем выпуске. До встречи на канале Музон.